28 июля 1939 года в Гагре родилась Юлия Пабба. Девочке пришлось часто менять города и школы. Дочь офицера советской армии была смышленной не по годам. Свое первое яркое воспоминание Юлия Захаровна сегодня относит к 1953 году. Я была ученицей 5 класса, училась в Гагрской второй средней школе. В 3 часа ночи рядом с моим дядей, где я жила, раздался крик. Когда выскочили взрослые, я тоже побежала. Греков в 1953 году, я ученицей 5 класса была, выселяли. И там мои ровесники были, девочка и мальчик. Это они кричали, а мать рыдала. Отец молча шел впереди. Мать несла какую-то подушку или одеяло, у него выхватили, тоже выбросили. Я, когда пришла домой, тоже, конечно, плакала. Потом у дяди утром спросила, за что их выгоняют. Он мне объяснил, как он считал, что я могу понять. Когда я стала чуть взрослеть, я все уже поняла и решила, что я всю жизнь буду мстить тем, кто виноват в этом. Тогда, как говорится, основы мира пятиклассницы пошатнулись. Еще долго этот эпизод не оставлял мысли школьницы в покое. Еще через 4 года, уже в 9 классе, Юлия Пабба со своими сверстниками объезжала на грузовиках селы Гудаутского района и собирала подписи сельчан в поддержку различных общественных вопросов. И будучи ученицей 10 класса, я помню, что выступал после очередных грузино-абхазских встреч знаменитых. Было послано письмо, конечно, во все инстанции СССР. Приехал секретарь ЦК КПСС Борис Пономарев, и на активе Гудаутского района от имени молодежи я сказала несколько слов. Это, наверное, было мое крещение такое партийное. Ничего я особого не сделала, просто очень любила свою родину. Природная скромность не дает пересказать нашей героине свою речь 62-летней давности. Молодая девушка тогда поднялась на трибуну и начала свой рассказ о том, как закрывались при ней абхазские школы, как вынужденно стали обучать детей на незнакомом им грузинском языке, как некогда отличники из-за незнания этого языка стали двоечниками, а некоторые были вынуждены и вовсе оставить учебу. После вуза Юлия Пабба начала работать в Сухумской 10-й средней школе. Но менее чем через год ее направили на учебу в Москву, в высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ. В 1965 году Юлию Пабба избирают первым секретарем Гудаутского райкома комсомола. Еще через 4 года ее назначают заведующей отделом пропаганды Гудаутского райкома партии. С 1978 года и до развала СССР в 1991-м Юлия Захаровна работала секретарем Гудаутского райкома партии. До Юлии Паббы ни одна абхазская женщина не избиралась ни первым секретарем райкома комсомола, ни секретарем райкома компартии в Гудаутском районе. Минута в минуту Юлия Захаровна помнит день начала Отечественной войны народа Абхазии. Я была дома, с веником во дворе ходила. Прибежала соседка и говорит, подойдите к телевизору. А перед этим я была в кабинете Владислава Григорьевича, он вызвал меня. Я без работы была после того, как прекратилась деятельность КПСС, я без работы дома сидела. Видимо, кто-то ему что-то сказал, он пригласил меня. Это было 13-го. Я просто удивляюсь, у него было нормальное рабочее настроение, он меня так хорошо принял. И сказал, что мы встретимся через несколько дней, будет продолжение. У них в тот день должно было состояться совещание. Он говорит, мы завтра не закончим, а во вторник продолжим. Ты до этого подумай, выбери что-то, он мне предложил кое-что. И приедешь или позвонишь мне. Я вообще абсолютно не думала, что будет война. Настолько этот Шеварднадзе, правда, лисом был, что никто не мог подумать, что он пойдет на такой шаг. Когда правительство временно дислоцировалось в Гудауте на базе бывшего районного совета женщин, вместе со своими единомышленницами Юлия Пабба создала комитет женщин Абхазии. И тех, кто успел уже приехать в Абхазию из блокадных городов, мы, конечно, просили, чтобы они тоже нам помогали. Но в основном это легло на плечи гудаутских женщин.
Что могли, сделали. Об этом уже писала Катя, все знают. Может быть, ничего особого не сделали, но мы в стороне не остались. Мы не оставляли в беде тех ребят, которые за нашу родину сложили голову. Бывало, что в районном доме культуры мы ночи проводили над гробами этих ребят, которых должны были рано утром увезти на Северный Кавказ. Не знаю, что могли, все делали. Самое главное, мы старались во весь мир передать, что происходит в Абхазии. Мы посылали во все женские организации, во все инстанции, куда мы могли быть доступными. Я думаю, что правду об Абхазии, благодаря нашему комитету, тоже мир первым узнал. Что могли, делали. Навещали всех больных, раненых в Сочи, в других городах наших, в Абхазии, в Гудауте, в Гагра, где мы могли, всегда старались помочь. Вот эти обугленные тела наших погибших 14 декабря, медики Гудаутского района, женщины их обрабатывали. Также подробно наша героиня помнит и День Победы, 30 сентября 1993 года. И в этот день я, конечно, находилась в больнице. Просто пулей угодила, я шла куда-то, и она попала мне вот прямо вот сюда. Ее долго вытаскивали. Я еще находилась в больнице. На митинг шла, и шальная пуля, она, говорят, очень далеко идет. Я не одна была, но попала мне она. Я находилась в больнице, но это был... Я, конечно, вскочила, пошла домой, потом пошла к девочкам, к тем, кто со мной весь год работал в этом женсовете. Сколько раз мы аджику, черный хлеб только ели, сидели там. Пока мы беседуем с Юлией Захаровной, в зале Государственной молодежной библиотеки собираются друзья и близкие, коллеги, студенты. Все они пришли, чтобы еще раз поздравить с юбилеем Юлию Пабба. Прежде чем отпустить собеседницу, просим дать небольшое напутствие и пожелания молодому поколению. Ой, сегодняшней молодежи я, конечно, в первую очередь желаю доброты по отношению ко всем. Я хочу, чтобы народ был единым, как в начале войны и всю войну. Я хочу, чтобы этот народ был настолько сплоченным, чтобы люди доверяли друг другу, чтобы люди могли смотреть прямо в глаза друг другу. Я не хочу видеть то, что иногда происходит. Вот эта разобщенность меня очень коробит. Я не знаю, я, наверное, на этой почве тоже болею. Я хочу, чтобы я дожила до того дня, когда все будут, как в начале войны, единой страной, единым народом. За кадром Юлия Захаровна признается, в жизни у нее было две трагедии. Первая в 1992 году, когда началась война, а вторая 4 года назад, когда из жизни ушел младший сын. Подумав, Юлия Захаровна называет себя все же больше счастливым человеком. Внуки, правнуки, долгая и насыщенная жизнь. Я, говорит наша героиня, счастлива дожить до дня, когда меня все еще помнят. Элеонора Гилаян, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.